Те же самые звездочки нужно делать. Да. Вот, допустим, если воротник, то, если, значит, например, вот у нас вот нет идет вот вышивка. этой вафельной ткани, что нам нужно делать? Самим эти квадратики рисовать? Если ткань, допустим, редина, там четкая вертикальная нить, горизонтальная нить и даже дырочки заметные. Понятно. Вот тогда можно, не штампуя рисунок. Ну, таких тканей мало. Ну, А вот эта ткань вот по этой ткани нельзя. Потому что здесь не получится. Очень нитки тонкие, и одна, видишь, вот смотри, вертикальная нить толще, а горизонтальная тоньше. Получается, что у нас неравномерно. Неравномерно. Рисунок Понятно, точный, что если, геометрический, например, точный я рисунок вот не эту получится. Ткань, значит, я должна буду рисовать звездочки Да, на этом. да, Понятно. должна Давайте теперь нарисуем приблизительно, как это у нас звездочки будут. Вот. Ну, в принципе, вот, орнамент допустим, какой нарисуем? Допустим, линейкой, линейкой. И вот точечки. Вот линейка у нас. Вот, допустим, да? Я, например, линейкой. И хоп, через сантиметр. То есть точки ставим? Да, точки поставила. Через сантиметр? Да, 4. Так. Ну вот, и хватит. Теперь. Вот. И по этим точкам я пошла и вышивать, допустим, те же самые звездочки. Вот. И когда ты научишься вышивать, у тебя уже глазомер выработается. Ты уже будешь знать, какой длины делать эти лучики. Если, например, пока у меня глазомера нет, могу я глазомера нету, то, значит, рисуй точки. Квадратники. Да. То есть не точки. квадратики сами, а просто точки. Просто точки, да. Откуда куда будешь вести нить. Вот. Допустим, полсантиметра сюда, полсантиметра сюда, полсантиметра сюда, полсантиметра сюда. Все. Вот у нас оно так и идет. Ну все, будем теперь знать, как это делается. А вообще, какие-нибудь интересные случаи с рязанским костюмом, куда, например, вы ездили, какие-нибудь бывали? Интересные случаи? Ну, какие интересные случаи? Вот именно чтобы... Нет. Все только восхищаются, восторгаются. Вот об этом тоже можно. Вот в Таллине, когда была, все, конечно, сбегаются смотреть и щупать, потому что очень действительно красиво, и ярко, и такое настроение сразу создается праздничное. Вот. А здесь, в Саранске, как-то в рязанской одежде шла, ну, в современной уже, вот юбку с кофтой, да, юбка с кофтой и без пулая. Мужчина подходит и говорит: а где пулай? Понятно, уже сделали замечание. Вот, уже замечание сделали. Да. Говорит, больно жарко, не надел. Рязанки без пулая не ходили. Это совершенно правильно. То есть рязанки без пулая не ходили. Меня, в общем-то, оскандалилась я. Вот. А в другой раз уже в пулае шла, вот в этом фонаре. Вот, тоже сейчас мужчина догнал и говорит: это идет рязанка. И говорит по-русски. По пулаю, да? Да, говорит, это идет рязанка. Говорю, а вы откуда знаете? Я знаю, у рязанок пулай есть, а у макшанок пулая нету. Вот. Энциклопедические знания. Сразу. Я говорю, я даже удивилась. Я говорю, вы-то откуда знаете? То есть получается, что рязанки подчеркивают свою талию, а макшанки не подчеркивают. Они как раз наоборот. У них наоборот. Несколько рубах друг на друга надевают и вот сюда вытаскивают. Потму это называется. Потму. То есть внутренность. Понятно. Вот таким образом сейчас мы обводим, да? Да, обводим. Вот. И это у нас получается уже не квадратик, а ромбик. Это уже у нас ромбик. Вот. Но только я как попала, поэтому у меня опять тоже, видишь,
нечетко получается, нечеткий ромбик, а надо бы четкий делать, потому что я не разметила как следует точно, не разметила, а надо все-таки размечать очень точно, чтобы точный получился. Потом со временем уже приучаешься, и глазомер выработается, и рука приловчится, уже потом и даже не будешь отмечать, а будет получаться. Вот. Но в начале, в самом начале нужно все отмечать. Понятно. То есть пока Иначе. глазомера нет, Да. а глазомер еще не скоро появится. Вот это ромбик. Вот приблизительно ромбик. Но он у меня получился, если неудачный. Ну вот приблизительно вот так ромбик. Вот. Вот. И дальше вот так вот. Понятно. То есть приблизительно я так поняла, что нам это надолго хватит. Ну да, работа очень кропотливая, конечно. Да. Но при желании Можно. можно. Да, При Раиса желании Степановна, можно. Сюк пря покшты негте При желании власто можно. манькис и не в те манькис. Сюк пря. Шум брачизант молезе. Сонаут неде. Да, не карматон. Мекеу вельмев теде, эрзянер шамотнень. Да, не ряви только муеншка, тень веситеемс. Тени ряюшка. Да, те не рявишка, но те... И пек покшвечкема. Будь Да. вечкема кормнулями, сестришка муят. Тешкинема. И, да, и сон максы ой маму, и максы покшмельспара. Кстати, я недавно прочитала, что, оказывается, когда женщина вышивает, то, оказывается, это избавляет от очень многих заболеваний. Например, от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Моторику, да, потому что, когда женщина вышивает, то она успокаивается. То есть на нервную систему это тоже благоприятно сказывается. Мозгам очень хорошо. Да, поэтому будем стараться. Старайтесь. Все прям. Все.